Он, несомненно, является, особенно для чеченцев, очень важным героем, но не только для чеченцев, но и для всей мусульманской уммы. Сегодня я пригласил на нашу лекцию Аюбова Ахмада Мусаевича, это главный редактор YouTube-канала Нохчи Films. Сам он является преподавателем священного Корана в медресе Адждари. И также его YouTube-канал Нохчи Films посвящен сохранению, воссозданию истории Чеченской Республики и сохранению нашего богатого исторического и культурного наследия. И надо сказать о том, что Ахмад Аюбов проводит очень важную роль в этом направлении. Сегодня, иншаллах, он прочитает вам лекцию об одном из самых ярких национальных героев чеченского народа. Это знаменитый шейх Мансур Ушурма, в период с 1785 по 1791 годы возглавивший народно-освободительную борьбу в Чечне и на Северном Кавказе за свободу и независимость кавказских народов. И надо сказать о том, что он являлся первым имамом Северного Кавказа. Также хочу отметить, что Ахмад Аюбов снял документальный фильм про шейха Мансура, который длится час лишним. Он опубликован в свободном доступе на его YouTube-канале Нохчи Films. И аналогов такому фильму еще нет. Он сам лично ездил в Шлиссельбургскую крепость, посетил камеру, в которой был в заключении шейх Мансур. И своим богатым опытом, своим изучением, своими знаниями в области жизни и деятельности шейха Мансура, иншаллах, сегодня он с удовольствием поделится с вами и продемонстрирует вам интересные архивные документы, связанные с жизнью и деятельностью шейха Мансура. Поэтому давайте предоставим слово самому Ахмаду. Ассаламу алейкум, масэр, дедика дойл, марша дойл, вахош, леваре слушам. Оказывается, мы многие все в белом. Хочу отметить вашу профессию, что это действительно для людей очень важная профессия. И в исламе она является важной профессией. Эдамантадер, медицина. Мы, иншаллах, тогда начинаем. Он, несомненно, является, особенно для чеченцев, очень важным героем. Но не только для чеченцев, но и для всей мусульманской уммы. Он сделал огромную революцию, продвижение в плане ислама на территории Кавказа. Как я сказал, это очень дорогая нам личность, человек, который стремился к установлению закона Аллаха, человек, который стремился вывести людей из мрака к свету. Он распространял ислам на нашей земле. И если вы ознакомитесь с делом, то вы найдете, что этот человек действительно вообще не стремился к мирским соблазнам, мирским благам, известность, слава и так далее. Что у него осталось под конец жизни, из допроса приводится документ, где это перечисляется. Разные народы за ним шли. Это первый имам Кавказа. И есть некоторые, так сказать, я их называю ненавистники чеченцев, говорят, что нигде не написано, что его называют имамом. Написано, что он шейх Мансур, но никто не сказал, что он имам. Сегодня мы предоставим цитату британского историка, исследователя 20 века, который называет его как раз таки имам. Не то, что просто имам, он сказал, что это основоположник первый, который в Чечне распространил мюридизм. И, конечно же, я хочу привести Тимур Булата Муцураева, который, я считаю, описал его наилучшим образом. В борьбе за веру он не ведал страха, и грозный ворог трепетал пред ним. Он был просто робкий раб Аллаха, покорный воле Господа муслим. Я считаю, это лучшее описание этого великого воина, великого имама, нашего чеченца. Для нас это гордость. У нас было мирное время, у нас была возможность изучить этого человека. И вот некоторые профессора соседних республик говорят, почему же они не занимаются этой личностью, отдавая дань уважения этой личности. Но, альхамдулиллах, сегодня есть и в лице также Тимура, и в лице других наших братьев, которые занимаются, изучают вопрос жизнедеятельности шейха Мансура, о его пути. В этой лекции, которую мы сегодня будем рассказывать, в этой лекции я буду использовать работы Александра Бенниксона, который в 1961 году опубликовал в Париже на французском языке впервые свою книгу о шейхе Мансуре. Он приводит очень интересные моменты из жизни шейха Мансура. Также я буду приводить Покровского, я буду также приводить Алауды Мусаева, который, наверное, Тимур тоже вам прочитал. Кстати, поднимите руки, кто был на лекции о шейхе Мансуре у Тимура. Есть? О, машаллах. Я думаю, что мало нового узнаете, раз Тимур вам рассказывал. Буду использовать профессора Смирнова и Борис Васильевич Скидский и Тавчпев. Это дагестанский профессор.
Вот эти работы, которые я сейчас буду ссылаться, они написаны в разную эпоху. Чтобы вы понимали, шейх Мансур, я иногда буду переключаться на чеченский язык, если вы не против. И чтобы вы понимали, что шейх Мансур это личность такая, которую многие народы приписывали к себе. Как я раньше сказал, да, цесаревич и так далее. Вот его приписывают, видите, к разным народам. Известный востоковед Ханыков писал, что он из Оренбургской губернии. Его воспитывали в Бухаре, то есть шейх Мансура. Другие говорили, что он турецкий шпион. Один из них, который был, это был Вишняков, это комендант Кизлярской крепости, который говорит, что он турецкий шпион и так далее. Цесаревич татарский, итальянский монах. Сегодня появилась кучка, которые говорят, да, он итальянский монах, да он какой он чеченец, вы что, ребята. И сегодня, чтобы развеять вот эти слухи, да, мы сейчас будем, иншаллах, отвечать на эту клевету. Так, идем дальше теперь. Смотрите, вот версия зарубежных некоторых исследователей, что он Джованни Баттиста Биетти. Откуда эта информация взялась? Что он итальянский монах, братья-проповедники католической церкви. Представляете, шейх Мансур. Это началось с того момента, когда вот статья D'Ancona, это итальянец, изданная в 1881 году в журнале Фантула делла Доминика. Я извиняюсь, итальянцы, если я сделал ошибку. И статья Ганьера в Науэлла Руи, тоже извиняюсь, от 15 мая 1884 года. То есть вот эти две статьи выходят с тем, что они утверждают, что в Туринском университете, Турин это тоже Италия, да, город, в Туринском университете один профессор нашел архивные документы про шейха Мансура, где он нашел письма, где утверждается, что шейх Мансур, что он приписывает себя к итальянским там, братьям-проповедникам католической церкви. И вот основываясь на эти письма, эти два человека выпускают в журнале статьи. Потом авантюрист 18 века, русский исследователь, под внимание именем буквой М, то есть неизвестно кто, просто написал М, решил написать статью «Авантюрист 18 века» и сказать, что, а вы знаете, на самом деле он не был чеченцем, а был итальянским монахом. И, к сожалению, некоторые исследователи приписали уже эту клевету, этот ярлык шейху Мансуру. И сегодня также продолжаются люди, которые говорят, что он не чеченец, а итальянский монах. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Николай Александрович Смирнов. Это советский востоковед, кавказоведение, историк науки, доктор исторических наук, профессор. Он пишет насчет этих статей. Крайне убогие и за небольшим исключением неправдоподобные сведения о восстании на Северном Кавказе шейха Мансура, попавшие в Западную Европу через печать или дипломатические каналы, послужили, по-видимому, конвой для безудержной фантазии. То есть он называет это фантазией каких-то итальянских писателей, бойких иностранных журналистов. Это Смирнов. Когда нам предъявляют и говорят, а приведите тогда, хорошо, русских привели, а приведи западного. Кто же это? Джон Фредерик Бадделли. Это был британский путешественник, историк, журналист. Завоевание Кавказа русскими. Можете проверить этой книги. Он пишет, поэтому, что было предусловие, чтобы он сказал поэтому. Он говорит, что какие-то люди написали статьи, и что по этой статье он предоставляется итальянским монахам. Но дело в том, что в этой же статье написано, что шейх Мансур завоевал Армению, Курдистан. И он потом пишет, поэтому будет благоразумнее подождать информацию из других источников и считать откровение Туринского архива продуктом буйной фантазии. Это не чеченцы говорят. Понимаете? Это ответ тем людям, которые, я думаю, что эти посмотрят обычно, которые атакуют нас. Это ответ тем людям, которые, как вы видите, не чеченцы писали. Теперь, давайте тогда закроем эту тему, кто он был итальянцем или нет. Он не был итальянцем, а сейчас мы приведем, покажем вам очень, опять же, документ архива. Вот он, следственное дело допроса шейха Мансура. Я приближу, надеюсь, получится. Так, 1791 год, июль 28 дня. Что там написано? Прочтите, пожалуйста. Чеченец. Чеченец, даже? Мансур. Как вы думаете, в следственном документе напишут ли, если он не чеченец, чеченец? Не напишут. Понимаете? Даже выгоднее представить его итальянцам. Сказать, смотрите, чеченцы шли за итальянским монахом. Понимаете? Для более выгодно было для царской России. Вот теперь... Со слов Мансура, что он там пишет? Меня именуют Мансуром, уроженцем из Алтынского. Алтынское это означает слово Алды. Хорошо?
Вот, то есть он родился там, в селении Алды, смотри, чеченских деревень, то есть чеченской деревни он пишет. Этим разобрались. Теперь давайте посмотрим дальше. Кто он? Мы уже сказали, что он чеченец, да? Но еще один важный момент. Разные эпохи про шейха Мансура ходили разные слухи. Какие? Смотрите, в советское время его называли первый кавказский революционер. Его так назвал Покровский. И в основном, чтобы вы знали, наши ученые многие ссылаются на работы Покровского. Смирнов называл его, опять же, турецким шпионом, что османский халифат, выслал шейха Мансура в Чечню, чтобы он там восстание делал на Кавказе против русской армии. Так дело в том, что это тоже неправда. Почему? Потому что турецких архивов, кстати, советую вам всем книгу, если вы найдете в интернете, Александра Бенниксена. Эта работа основана в основном на Александре Бенниксене, который копался в турецких архивах, он приводит прямо документы с номерами этих архивов, с переводом. Это вообще огромная находка. И он там пишет, смотрите, турки, когда узнали, что появился в Чечне шейх Мансур, встревожились, он пишет. И он приводит документ. Паша, то есть наместник, да, тогда уже пишет султану Абдулхамиду I, тогда был правителем Абдулхамид I. И он говорит, в Чечне появился шейх Мансур. У них на данный момент шел договор. То есть османский халифат еще не объявлял войну Российской империи. А шейх Мансур уже объявил газават. А в это время, в 1785 году он объявил газават. В 1787 году, только после 2 лет, османский халифат объявляет войну Российской империи. Понимаете разницу? Значит, первое, что мы делаем, отодвигаем версию тем, что кто-то ему извне помогал, что он был шпионом кого-то. А теперь, я считаю, что Борис Васильевич Скитский, я придерживаюсь полностью его мнения, Борис Васильевич Скитский. Хотя, прежде чем его прочитать, давайте прочитаем Петра Григорьевича Будкова. Этот важный человек в плане того, что он был современником шейха Мансура. Будков пишет следующее, смотрите. Его широко известном 3-томном сочинении «Материалы для новой истории Кавказа» с 1722 по 1803 годы имеется пометка, то есть, да, он написал «лжепророк», они называли его лжепророком. Одна из версий, его называли лжепророком, то есть в следственном документе тоже вот так приводится. Я сам видел при взятии его в плен в покоренной штурмом Анапе 22 июня 1791 года. То есть он говорит, что он видел пленение шейха Мансура. Он не говорит, что он видел сдачу шейха Мансура. Понятно? Эта запись была сделана в 1806 году. Значит, лжепророк, кто-то называл его. Дальше, смотрите. Джон Спенсер Триммингем, английский ученый 20 века, востоковед, 17 ноября родился в 1904 тысячи и в 1987 умер. Вот его фраза. Шейх Мансур, первый имам Кавказа и основоположник идеологии мюридизма. Понимаете? Опять же, а где кто сказал, что он имам? Вот, пожалуйста. Человек не чеченец, опять же. Покровский сказал, первый революционер, кавказский революционер. Я придерживаюсь вот этого мнения, этого человека. Кто был шейх Мансур? Почему было восстание? Кто-то говорит, что восстание было ради экономической выгоды, чтобы деньги себе забрать побольше, сделать себе такое имя и так далее. Кто-то говорит, что это было восстание с помощью турок, чтобы им помочь. А вот Скитский, крупный ученый по истории народов Северного Кавказа, педагог, профессор, пишет, для написания этой статьи автор, вот он, Скитский, использовал значительные разнохарактерные конкретно-исторические материалы, привлек большое число многих новых фактов, извлеченных из архива Кизлярского коменданта. Это очень важно, потому что он использовал архивы. И опираясь на эти данные, сделал для своего времени довольно успешную попытку раскрыть причины выступления Ушурмы, определить движущие силы и характер движения, оценить личность самого предводителя горцев. То есть нам сейчас важно понять, какие цели он преследовал. Он говорит, смотрите, автор убежден, что движение под предводительством алдинского жителя Ушурмы явилось прямым результатом колониальной политики царизма. Екатерина II, знаете Екатерину II? Лично? Екатерина II в свое время, она вступила на престол в 1760-х годах, как раз, да, когда родился шейх Мансур. Смотрите, дело в том, что она сделала такую политику.
что тотальный захват Кавказа. Она отправляла казаков, мы сейчас говорим про причину, да? Она отправляла казаков в Чечню, то есть на Кавказ, возле Терека, и что? Равнинные чеченцы уходили куда? В горы. Никакой торговли не было, преследовались чеченцы и так далее, да? И вот тогда под этим гнетом встает уже шейх Мансур и призывает народ. Вначале что он делает? Вначале он очищает от пороков чеченский народ. И не только чеченский народ, он в своих письмах пишет, одно из писем шейха Мансура, сейчас вам покажу тоже, из архива, вот оно, на арабском написанное. Он пишет воззвание к народам, где он говорит: оставляйте табак, не курите, пожалуйста, не воруйте, прощайте кровные, да, мести. У нас в Чечне это раньше вообще было развито кровное месть. Да, прощайте друг друга. И в действительности этот отклик нашелся на роли чеченцев, что, представьте себе, кошелек там и так далее, деньги, они брали просто, да, и клали на деревья, оставляли, не трогали, не пили, табак не курили. То есть народ чеченский очищался с каждым днем. Значит, шейх Мансур сперва провел у своей семьи чистку, если можно так выразиться, да, а потом начал уже глобально распространять ислам. Теперь смотрите, вот в этом письме шейх Мансур очень важный момент говорит, чтобы люди, в плане того, чтобы следовали шариату, он говорит, он призывает людей следовать шариату. Он говорит: пожалуйста, поддерживайте родственные связи, не убивайте, не проливайте кровь, не грабьте. Этот человек, ему тогда 25 лет ему, где-то 24-25. Теперь вот такие мы письма находим, еще, иншаллах, придут письма с архивов. Давайте теперь переходим к тому, что мы определили, что целью шейха Мансура было, во-первых, освободить народ от феодального захватничества, то есть от гнета Российской империи. И один из первых, а также распространение ислама, газават, да, джихад во имя Аллаха. Итак, детство. Что нам известно о детстве? Что нам известно? У нас же не было писаря, который, да, с детства там рядом шел, его друг там за ручку. И говорит: так, шейх Мансур сегодня, ему исполнилось 7 лет. А он сегодня улыбался. Так никто не записывал. Так, дело в том, что, смотрите, прежде чем приступить к рождению шейха Мансура, вы должны понимать, что чеченский народ и в основном на Кавказе, опять же, захватческие, да, земли отдавали казакам, отдавали им семьям, и чеченцам не оставалось ничего, как воевать, чтобы вернуть свои дома. Их изгоняли. И один из людей, который также восстал, внимание, был отец шейха Мансура Ша'баз. Отец шейха Мансура Ша'баз. Шейх Мансур, когда родился, он родился в бедной семье. И, соответственно, он рос в бедной семье и не был обучен грамоте. Как вы думаете, почему не был обучен грамоте? Давайте иногда вот так. Вопросы, ответы. Некогда было. Молодец. Один из моментов некогда было, во-первых. А еще один момент, экономически не могли себе позволить. Денег не было, бедная семья. И некогда было, знаете почему? Потому что чеченских детей, нохчи, чеченцы, растили сразу на военное дело, сразу отправляли в школы. И как Пушкин Александр Сергеевич пишет в своей поэме «Тазид», да, я помню, как ты малого чеченца, то есть малого младенца, на воспитание ко мне привел, чтобы я из него сделал храброго чеченца. Тазид в поэме, то есть адык, черкес, отдает своего сына, маленького чеченца, на воспитание, чтобы его сделать храбрым чеченцем. Понятно? Ну, чеченцем он пишет, но он храбрым чеченцем не станет, потому что он адык. Он станет храбрым адыгом, скорее всего. Вот. Так, значит, мы узнаем, что с детства чеченцев отдавали на военное дело. И смотрите, он научился очень рано скакать на коне, очень рано научился держать меч в руках, сражаться. И знаете, что самое сожаление, когда я читал, дрожь бросает тело, когда ты читаешь письма шейха Мансура, где он говорит: пришлите мне помощь. Он османскому халифату отправляет письма. Я тут поднял восстание, за мной идут люди, но нам не хватает средств. У них было 2 пушки. И самое, знаете, еще печальное, никто им не имел пользоваться. Были 2 пушки просто. И что он сделал? Он за 100 рублей, в то время огромные деньги, конечно, за 100 рублей продал эти пушки русским. Обратно. Что дальше происходит? Значит, у нас детство, юношество, он растет, он начинает уже чача
или Чеча. Интересное имя даже, чеченское. Чеча, да, Чеча. Он женится на Чече, на девушке. У них рождается сын, дочка, по его же показаниям. И это взросление у него идет уже Алдах. Тейпом он был Элистанчхо. Они были сами из Элистанджи. Села есть тут кто-нибудь из Элистанджи? Нету? Ведено есть? Ну, рядом, недалеко. Вот. Он был из Тейпа Элистанчхо. Они просто что? Переселившиеся Алды. Люди. Отец, да, в детстве они переселились в Алды, и вот там прожили. Соответственно, мы называем его алдынским шейхом, как и чеченцы в то время называли. Просто, чтобы не в обиду было Элистанчхо и так далее. Но он был Элистанчхо, Тейпом. Итак, значит, Тейп Элистанчхо, Ша'баз отец, в раннем возрасте шейха Мансура, один из ночей исчезает. Одна из версий, которая говорится, что он умер при набеге на станицу одну, на пост, то аванпост, русский аванпост. То есть при набегах. То есть в то время тоже были набеги, понимаете, против царской России. Итак, сиротой он рано стал, шейх Мансур. Он растет и потом становится пастухом. А пастух это благородная профессия. Пастух, когда он, знаете, пророк саллаллаху был пастухом. Когда и многие пророки, чтобы вы знали, были пастухами. Когда человек уединяется один, да, там, размышляет, он приходит к истине, да, и вот так шейх Мансур уединялся один, размышлял. Дело в том, что когда он начал призывать уже людей стать против царской империи, как это произошло вообще, что случилось? Опять же, как я сказал, равнинные чеченцы притеснялись, и они убегали в горские, да, селения, им было очень трудно там прижиться. Потому что действительно плодородная земля на равнине находится в основном. И в горские места очень трудно жить. И, соответственно, зная, что эти набеги не только против чеченцев были, но и против кабардинцев. Они тоже вот так же. То есть свободные люди, которые притеснялись не только царской империей, но и феодализмом, которые были наместниками на этих же землях. И эти люди, то есть народы, когда услышали, что появился шейх Мансур, шли к нему толпами, чтобы освободить себя от гнета вот этого царизма и от гнета местных феодалов, которые их, так сказать, гнали и гнали, не давая им жить нормально. Теперь также очень важный момент, начиная уже с того, что же пишут турки о шейхе Мансуре. Они говорят, появился шейх Мансур в Чечне, за ним идут толпы, а кто-то пишет, за ним только несколько человек пошло. Так дело в том, что, к сожалению, когда мы изучаем историю из архивов, когда он пишет Умахану Аварскому, поддержи меня, стань на Газават. Умахан Аварский говорит, я тебя поддержу. А проходит некоторое время, и он отправляет письмо Екатерине II и говорит, матушка, представляете, я покорен тебе. То есть я тебе покорен. То есть он что предает шейха Мансура? Он предает шейха Мансура и становится на сторону Екатерины II. Поэтому, как мы знаем из истории, кто его поддержал? Давайте начнем с первого его восстания. Кто его поддержал? Это были в первую очередь чеченцы, соответственно, его народ. Второе, это были кумыки. Чтобы вы знали, что масса, которая приходила, это были кумыки. Вторые. Потом лезгины, потом аварцы, и потом нагайцы. Также некоторые источники говорят, что были осетины даже некоторые, соответственно, мусульманские. Понятно? И кабардинцы. Вот так у нас начинается уже продолжение поддержки шейха Мансура. Но, опять же, Умахан Аварский, который являлся наместником на Дагестане, один из больших феодалов, к сожалению, его не поддержал. Он его предал. Сперва дал, сказал, я буду с тобой. В этот момент он его предает и отправляет своего посыльного Екатерине II и говорит, что он предан Российской империи. Итак, давайте теперь начнем. Начало священной войны у нас, глава. Когда же был объявлен Газават? Эмиссары шейха Мансура отправляются в Кубань в 1784 году. 1784 год. А вот Газават он объявляет в 1785 году. Он объявляет Газават. И в этот момент, смотрите, уже у нас подходит что? Сражение кого? Пьери с шейхом Мансуром. Что случается? Донесения идут. Идут донесения. Смотрите, очень интересный момент.
опять же, с архивов. Перевод с писем татарских, писанных на имя его высокородия господина бригадира Кизлярского коменданта Ивана Васильевича Вишнякова, полученный сентября 7 дня 1785 года. От кавказских владельцев Эндерхана Салтинского и Алхаза Капалова, да? Аджия Алибекова, там, Бикаштац и, в общем, других. Прошедшего сентября 26 года числа имам приезжал к нам в мечеть. Имам приезжал там в мечеть Бахцу Азла, где прочитал нам, то есть побудил людей, побудил людей к восстанию. И потом тут приводится, что почему вы не восстаете, как бы, за меня не идете. Он в мечети, когда сказал, половина, говорят, людей, он тут пишет, перешла на его сторону. Понимаете, перешла на его сторону, и он донесение ведет, что они шейха Мансура люди слушают. Теперь смотрите из донесения другого, где опять же перевод с армянского письма, писанного на имя господина бригадира, опять же, Кизлярского коменданта Вишнякова. Он пишет: сверхпосланного от меня к вашему высокородию и так далее, извещаю, что вот, урочище, да, река Кара, собирается войско аварского Умахан, своим войском в Грузию ехать собирался, типа. А теперь смотрите, я здесь остановлюсь, очень важный момент. Когда шейх Мансур сражался с Пьери, победил Пьери, я это подробнее расскажу, победил Пьери, Умахан Аварский, который предал его, что он сделал, знаете? Когда шейх Мансур выиграл, Российская империя отзывает свои войска с границ Грузии, отзывает свои войска с границ Моздока, отзывает свои войска с границ Крыма. Они отзываются для борьбы против шейха Мансура. И этот момент Умахан Аварский, видя, что все границы освобождены, да, он что делает? Он так, дорога в Грузию открыта, нападаем. Он нападает на Грузию. Теперь смотрите, это очень важный момент. Мы не должны упускать некоторые моменты, элементы. Просто прочитал там и пропустил. Это важный момент, знаете почему? Потому что благодаря шейху Мансуру Умахан Аварский смог пробиться в Грузию. Он захватил несколько селений. Потому что из-за шейха Мансура войска отодвинули. Это тоже интересный момент. Теперь, смотрите, брагунский князь Расламбяк извещал кизлярского коменданта, что к Ушурме из многих ближайших деревень, между которыми есть Аксаевская, Андреевская и Делитгириевская, по немалому числу убегали жители, чтобы присоединиться к Мансуру, которым Мансур приказывает, чтобы когда будет он выезжать из своего обиталища, то они следовали бы за ним вооруженно. Все, кто приезжает к Ушурме из горских деревень, дают ему присягу. Внимание! Дают присягу, даже дают присягу, пишет человек, кто? Брагунский князь Расламбяк. О люди, которые говорят, а где ему, кто ему делал присягу? Вот человек говорит, что ему делали присягу. И Бог говорит: ты наш имам, мы признаем тебя имамом, Бог говорит. То есть люди дают ему присягу, он пишет, да, и отъезжают обратно. Единственно с той целью, чтобы разорять российские селения. Представляете, люди приходили к имаму, шейху Мансуру, говорили: хотха имаму, мы за тебя следуем, а потом шейх Мансур давал им поручение, и они отправлялись обратно к своим селениям и разоряли сооружения российского населения. Достоверно известно, что сей Ушурма имеет стремление напасть, разделяя войска свои на части, сразу на многие русские поселения, в том числе и на Кизляр. Теперь смотрите, битва при Алдах. Так как нам очень мало известно о детстве шейха Мансура, нам много известно уже о битве. Вообще вся информация о шейхе Мансуре начинается с 1785 года, когда он объявляет газават. И в этот момент битва при Алдах, как мы видим, это шейх Мансур против Николая Пьери. Пьери был греком, он не был русским. У него был характер, знаете какой? У него было вот так, все. У него вот один приказ: набег уничтожаем. И зная его характер, специально Российская империя, то есть власть, да, кстати, в то время наместником, да, на Кавказе был Потемкин, князь, он отправляет Пьери, специально его, знаете почему? Потому что он знает, что Пьери жестокий командир, который не щадит людей, чтобы
окончательно уничтожить бунтовщика, по их мнению, шейха Мансура. Пьери, у него в отряде 2000 человек, это драгунские казаки, Астраханский полк и так далее. Он разделяет свою армию на несколько частей. У него в армии находится полковник Тамара, у него в армии находится его адъютант, князь Багратион, который, мы знаем, что уже, да, тот, кто изучал историю Отечественной войны, что он против Наполеона сражался, и этот Багратион рассказывает, как его помиловали. Знаете кому? Который я привел недавно, Будкову, современник шейха Мансура. Пьери что делает? Он направляется в Алды для того, чтобы просто уничтожить селение, забрать шейха Мансура, да, и покончить с ним либо на месте, либо его казнить, когда приведут, да, под суд. Теперь что случается? Пьери, мы по истории знаем, что для чеченца дом это очень дорогое, да, семья это очень дорогое, и соответственно чеченец сражается за клочок своей земли. Так вот, что делает Пьери? Напрямую, а зная его политику, его так и поставили, он напрямую идет сожжение сел, вот идет, и внимание, сплоченность чеченцев, очень важно, вот, самый худой алханюрт. Ой, ладота. Алханюрт, первый, хазла. Вот Пьери идет, так, он же идет на Алды, да? А Алханюрт что делает? Он говорит, ты что, попутал что ли берега? Мы чеченцы, мы один народ. И в этот момент Алханюрт чара цундюлойок Алды качли. Видите, араболи, хаусур довой кто тут тел. Царь дюлойом настолько, что Пьери уже что останавливается. Ставит лагерь и с этого момента начинает уже распускать свои войска по разным сторонам, чтобы обойти и так далее. То есть первое столкновение было в Алханюрте, и соответственно Пьери свободно к Алды не прошел. Без потерь он не пошел, не беспокойтесь. Дальше, что делается дальше? У чеченцев была вот такая тактика. Тимур, наверное, лучше меня знает про это. Тактика какая? Внезапное нападение, внезапное отступление. Вот вся тактика. Почему? Потому что у нас не было пушек, у нас не было таких, так сказать, больших оружий и так далее, чтобы мы могли сражаться наравне. У нас всегда вот партизанская война, да, внезапные атаки, внезапное отступление. Итак, Пьери на своем дороге встречает вот такие засады. Потом что он делает? Отправляет вместо себя несколько командиров, сам остается позади. Теперь смотрите, я пока что оставлю эту картинку, фотографию засады в лесу. Пьери, когда добирается до Алдов, что случается? Он заходит в село и начинает его сжигать. Он не то что добирается до Алдов, он добирается до дома шейха Мансура, не находит он его там. Многие женщины, старики, дети покинули село и отправились в горы, то есть в лес. В этот момент, смотрите, он не находит шейха Мансура, но он находит его старшего брата. Он убивает его старшего брата, шейха Мансур брата, и естественно идет разведчик и говорит шейху Мансура, твоего старшего брата убили. А шейх Мансур уже готовил засаду. Теперь, чтобы вы понимали, шейх Мансур был очень тонким политиком и очень тонким стратегом. Его стратегия Черкесия и вообще российская армия многие лет после того, как шейха Мансур не стала, использовала. Так вот, Пьери, что сжигает Алды, да, захватывает скот. И вот один из офицеров ему говорит, ты мне приказываешь сжигать дома людей, сжигать урожай, забирать у них, или скот забирать. Я офицер. То есть, понимаете, у русских были некоторые люди чести. То есть если война идет, то война идет честно. И он говорил, я офицер, я не хочу порочить свой чин. Я не буду этого делать. А там Пьери был человеком, который, как я сказал, таким безбашенным. Он говорил, давай быстро выполняй, короче. И в этот момент что случается? Он уходит из Алдов, и бедолага думает, что он просто так уйдет. Вот здесь у нас, видите, это красным отметка, это отряд Пьери. Чтобы вы знали, лес, который он проходил, у него другого варианта не было. Лес, который он проходил, было как 4 человека только могли одновременно пройти. Понятно? 4 человека. Теперь смотрите. Шейх Мансур засада, да, делает засаду с двух сторон. Они идут вот так, Пьери со своим отрядом идет, и внезапно раздаются выстрелы. Начинается пульный, очень сильный огонь со всех сторон из леса.
И начинается что? Беспорядочный побег, атака. Да, они там дерутся, там погибают много офицеров, погибают солдаты. И в этот момент, смотрите, очень интересно тем, что Пьери падает раненым, он падает раненым, и на его помощь, чтобы его спасти, прибегает его адъютант Багратион. Багратион Петр Иванович. Из древнего грузинского рода. Начал службу рядовым солдатом. Участник войн против Турции, походов Суворова и ряда других кампаний. За храбрость получил прозвание «Льва русской армии». Неоднократно лично водил солдат в атаку. В Бородинском сражении возглавит героическую оборону семеновских флешей. Получит тяжелое ранение и спустя 17 дней скончается. И он начинает там махать шашкой, там биться и так далее. В этот момент, видя, что он так яростно сражается, шейх Мансур это замечает. И что он говорит? Отдает приказ своим войскам. Он говорит, не трогайте этого молодого адъютанта, не убивайте его. И человек, который с ним дрался, чеченец, да, он не стал его убивать, хотя он мог, потому что он его ранил. Он же его ранил, тот упал, он попал в плен в раненом состоянии, Багратион имеется в виду. То есть, а чеченец не стал его добивать, потому что приказ был дал, чтобы его не убивали. Почему? Опять же, из-за проявления мужества. Потому что чеченцы всегда чтили проявление мужества. И видя, что Багратион вот так яростно бьется, был отдан приказ не убивать его. Итак, Пьери убивают Пьери, и много офицеров убивают. Турецкие источники пишут следующее. Так опозорена российская армия Российской империи не была уже давно. Она считалась непобедимой. Но шейх Мансур, ребята, вы должны понимать, что это регулярная армия. Это не простые партизаны, которые так, там взяли с каких-то окраин сел и так далее. Это регулярная профессиональная армия была. Поэтому они говорят, что турки удивлены тем, что ничего себе, он разбил вот такую армию. По спешности Российская империя начала отодвигать своих границ войска, чтобы направить, опять же, против шейха Мансура. И как я раньше сказал, Умахан Аварский, что уже использовал этот момент, все, брешь есть, нападаем, напал на Грузию. Теперь смотрите, слава распространяется за Кавказом уже, когда он разбивает Пьери. Люди о нем говорят. Настолько говорят, что доходит до Италии, как мы увидим впоследствии, даже доходит в мировом масштабе, эта личность начинает уже, его изучать люди начинают. После того, как он, смотрите, победил Пьери, он пишет письмо османскому халифату и говорит, пришлите мне помощь, народ за мной идет. А теперь смотрите, адыгские князья, то есть кабардинские князья, да, один из самых близких друзей, чтобы вы знали, это был Дол, кабардинский князь. Это его приближенный друг был. Они приехали со скотом. Что? Подарить шейху Мансуру. Подарки привезли. И сказали, ты наш шейх, ты наш имам, мы тебе присягнули, веди нас. Вот тебе подарки. Теперь внимание. Как вы думаете, что сделал шейх Мансур с этими подарками? Раздал бедным. А теперь знаете, что приводится? Настолько приводится, что шейх Мансур, галуш, нахал, толпа собиралась, говорят, где он приходил, чеченцы, там, дагестанцы. Они выходили, смотрели на него, слушали его проповеди. Его проповеди, внимание, были очень простыми. Простыми в каком плане? То есть понятливы, доходили до сердец людей. Турецкие источники уже говорят, так, Абдуль-Хамид I, Осман, халиф мусульман, чтобы вы знали, он же халиф мусульман в то время, он пишет, внимательно следите за шейхом Мансуром. Он называет его имя в одном из писем и говорит, чтобы за ним следили. Теперь он предпринял несколько попыток. Чтобы вы понимали, Кизляр, Мухалон, Эльча, с каждой сторон пушки очень сильное укрепление, где жили разные народности, грузины, армяне, чеченцы, таджики, азербайджанцы, русские, дагестанцы. Кизляр был большим портом и еще он был торговым центром на Кавказе в то время. Теперь что случилось? Шейх Мансур берет своих людей с двумя пушками, которыми они не умеют пользоваться, направляется в Кизляр. Этот Кизляр чует, этот момент, напротив, уже он видит, что Кизляр большой уже, приступом хаяка с двумя пушками, которыми он не умеет пользоваться, он понимает, подожди, если я сейчас пойду, я потеряю много людей. Что он делает? Ум опять же, да? Останавливается, внимание, я просто был восхищен его действием, как военного стратега.
Он останавливается и смотрит на эту крепость, изучает ее и составляет следующий план. Он говорит, отдает приказ своим мюридам и говорит, смотрите, делаем так, вы вместе сейчас траву, поджог сделаете траве, да? А так как сегодня сильный ветер в ту сторону, в сторону Кизляра, что случится? Огонь пойдет туда. И первый аванпост, который, да, преграда между крепостью, что этот огонь дошел до этого аванпоста, а там был погреб уже с этим пороховым, да, бочками, в это что случилось? Он от огня, что случается? Вау, взрывается, да, взорвался, а воды-то рядом нет. Тот, кто скажет, 5 с плюсом ставлю. Оценишь, дохишь хуза. 5 с плюсом ставлю. Почему не было воды, если это торговый центр, Кизляр и так далее? А? Что? Ну, что послужило причиной, скажи просто. Как ты думаешь? Какая причина была в том, что шейх Мансур отрезал людей, да, от воды. Он реку занял, поставил войска, чтобы те не могли взять воду и чтобы потушить огонь. Это опять же военная тактика. Очень умно было сделано. Он не смог, к сожалению, взять. 2 раза он подряд пытался, не смог взять Кизляр. Но у него успехи опять же были в плане направления того, что он смог взять несколько аванпостов. Хорошо? Значит, это, чтобы вы знали, первое выступление за пределами Чечни шейха Мансура, когда он пошел против Кизляра. Так как у меня мало времени, у меня много чего было рассказать, но, к сожалению, не успею я. Давайте сразу перейдем тогда к тому, что мы переходим уже к Анапе, да? Ну, я хотел сказать про шейха Мансура и генерала Бибикова, что шейх Мансур использовал ту же тактику, которая была при Алдах. Цугрина завлек Бибикова глубь к себе, завлек его. А в то время была зима. А Бибиков там под зимой шел. А шейх Мансур что делал? Смотрите. Нападал и убегал. Что делал? Чтобы его завести побольше, глубже к себе. В этот момент что он делает? Он обходит Бибикова и ставит свою армию на обратном пути, чтобы его завлечь, так как в Алдах было, да, сделать засаду. Бибиков опять с опозоренным, как пишут, да, там, у них же как было? Если у генерала что-то не получалось, или у офицера, да, другие офицеры его описали, Бибикова описали тем, что он опозорил армию Российской империи Екатерины II, а Екатерина II, знаете, что сделала? Она лишила его всяких должностей и отправила домой сторожить лошадей. Вот. Теперь Бибиков тоже, значит, это значимая победа шейха Мансура, чтобы вы знали, в поддержку, опять же, османского халифата. В это время уже идет война османского халифата с Российской империей. Теперь, это 1790-е годы. Значит, так как у нас, опять же, мало времени, давайте перейдем тогда к финальной точке. То, что у нас сейчас, вот, битва при Анапе. Так, коротко подытоживая, шейх Мансур после Чечни отправляется за Кубань. Чтобы вы знали, у меня есть письмо, в котором говорится, что шейха Мансура приехали просить кабардинские князья к себе и говорят, отправьте нам шейха Мансура к нам в Черкесию, да? Отправьте к адыгам к нам. В этом же письме написано, что Андреевской деревне кумыки говорили, нет, вы что, ребята, это наш имам, оставьте нас, нашего имама. Это письмо приводится. И потом, что случилось? Шейх Мансур, уже видя, что османский халифат начинает войну против Российской империи, Анапа в то время принадлежала османскому халифату, делает попытку поехать туда, присоединиться к кому? Опять же, к адыкам, за Кубань это называется, да? И самый интересный момент, смотрите, татары, нагайцы, адыги, кабардинцы, все они ждут шейха Мансура и пишут письма и говорят, мы надеемся, что имам появится, мы готовы за ним пойти. У шейха Мансура была, чтобы вы внимание понимали, 20-тысячная армия. Он прибывает в Анапу. Прибывает в Анапу, и в этой Анапе, Хаджлаха, там у нас Мустафа Паша, комендант, то есть главный. Против него идет кто? Гудович. Гудович это уже генерал, да, Российской империи. Это человек, который взял в Анапу. Он приходит туда, 12-тысячная армия у Гудовича, 3 раза больше турков. Но все равно Гудович берет крепость. Одна из главных причин, кто скажет, почему он смог таким малочисленным войском взять эту крепость?
Молодец. Долгое время, во-первых, осаждали, но одна из главных причин, чтобы вы знали, российские пушки стреляли намного дальше, чем турецкие. Янычары турецкие, знаете что, гнищем, как говорится, напролом. Они, представь, с саблями, янычар буй, они с саблями вот так бежали, а и пушками стреляли, их убивали. То есть у России техники в плане оружия была дальность пушек намного больше, они просто уничтожали Анапу и сделали штурм под утро. А теперь смотрите, шейх Мансур отправляет, опять же, что он делает, тактику, отправляет 8 тысяч черкесов, чеченцев, которые вместе, лезгинов, там, кумыков, чтобы они сзади напали. Но, к сожалению, предатель, он идет и говорит Гудовичу: внимание, если вы мне свободу дадите, я вам информацию подкину. Какую? Так, дело в том, что шейх Мансур там позади вас устроил вам засаду. Видите? Устроил, хорошо. Отправляем на утро казаков. Он отправляет туда казаков и нападает на Анапу под утро. И когда в ожесточенном бою столько крови, 13 тысяч убитых, и инзри сражение халсдаючек. Большое сражение в этот момент, когда уже был знак подан Мухушхала, когда костры загорятся, уже был знак в том, чтобы армия шейха Мансура сзади напала. Но дело в том, что казаки уже поджидали их и внезапно на них напали. Они не убили, не уничтожили чеченцев, там, адыгов и дагестанцев. Дело было в том, что, смотрите, они увидели вспыхнувший Анапу и подумали, все, Анапа взята, повернули обратно в Кавказ. Хотя на самом деле в этот момент шли ожесточенные бои. Гудович отправляет парламентера. Мы же знаем, кто такой парламентер, переговорщик, да? Он говорит: Хажла, условия были шикарные, если спросить, да, у этих людей. Просто оставьте Анапу для Российской империи со своими женами, детьми, с оружием, с деньгами, с оружием. Ставьте на свои турецкие корабли, отправляйтесь в османский халифат. Мы даем вам свободу. Тогда Мустафа Паша, Батал Паша, там еще приводится, Батал Паша делает следующее. Он говорит: так, ребята, такой шанс редко выпадает. Давайте собираемся вместе и уезжаем. Куда? Османский халифат, Турцию. В этот момент, смотрите, Гудович в рапорте это пишет. Но ожесточенное сопротивление этому предложению оказал тогда бунтовщик шейх Мансур. И сказал: я не приехал сюда сдаваться, а приехал сюда сражаться. Я пойду до конца, если ты хочешь, забирай людей, уезжай. Тогда турки, которые слушали эту речь, да, переводчик шмагалицы, в этот момент сказали: мы остаемся шейхом Мансура. И тогда Батал Паша сказал: ну ладно, дигду сунуться, я тоже останусь тогда. Он тоже остался. В ответ, Хаджлаха, когда парламентер возвращался, в ответ был дан что? Залп пушки. Это означало, что крепость не собирается сдаваться. Залп пушки означал, что мы готовы воевать. В этот момент он нападает, Гудович, да, и в рапорте Гудович написано: бой затих. Все стихло. Но осталась одна яма, из которой все еще продолжались выстрелы из пистолета. В этом яме скрылся бунтовщик шейх Мансур с 16 людьми. То есть общим их было 16. И они были последними, которые мы взяли в плен. Теперь Будкова я вам привел, современник, который говорит: я видел своими глазами, как его пленили. Шейх Мансура, самый очень важный момент, в российском документальном фильме, я даже вышел на связь с этим продюсером, Анна Станкова ее зовут, женщина. В этом фильме показано, что шейха Мансура в бессознательном положении выводят. Это же не я сказал им: давай так сними. Нет. Значит, из архивных документов, из истории, они показали его вот так, в бессознательном положении уходит. Вы можете забить битву при Анапе, это есть в Ютубе, российский фильм. В бессознательном положении его увозят, и он попадает в плен. Потом смотрите, теперь у нас заточение и смерть. В первую очередь, когда шейха Мансура берут в плен, с ним рядом, для тех людей, которые говорят: о, нохчиш предательно, давоны, цундель, нохчиш, его выгнали чеченцы. Тем людям, которые так говорят, я специально подготовил документ из, опять же, следственного архива, где говорится следующее. Читаем. Так, Гасан Гаджи. Кто написан? Так, Вити Уман Чачи. Кто написан?
чеченец. Эти люди, а дальше там, кто написан у нас, чтобы не было обидно другим тоже? Сулейман Субай, лезгинец. Написано. Дальше, нагаец. Эти люди, которые взяты в плен вместе с шейхом Мансуром, что делают там чеченцы? Разве его предали? Почему они не ушли, например? Даже, значит, с ним попали в плен тоже другие чеченцы тоже. Эти люди, которые, это официальный источник следственного документа. Значит, шейх Мансур попадает в плен, и его везут в Петропавловскую крепость. Внимание, не Шлиссельбургскую крепость. Сперва его везут в Петропавловскую крепость. Почему? Потому что там обычно идут допрос. Допрос его вел Шишковский. Шишковский начинает допрашивать шейха Мансура. Шейх Мансур говорит, что он уроженец из села Алды. Когда я вначале рассказывал, что он не гнался за мирскими благами, написано, один хутор, цаца, жену, 2 детей, одежду. Не написано $1 000 000, миллиардер там, и так далее, 300 коней и так далее. И его нашли, 5 молитв у него нашли. Этот человек в таком положении, когда вы видите, этот человек боролся за ислам, он боролся за то, чтобы его народ освободился от гнета феодализма. У нас князей никогда и не было в то время, понятно? Храповицкий говорит в своем дневнике, удивительно, что 18-летний, он говорит, что ему 18 лет. То есть он подумал, когда увидел шейха Мансура, что ему 18 лет. 18-летний парень смог изнемочь, то есть смог вывести 30-тысячную армию Российской империи. Он такое число приводит. Это не чеченцы говорят, это официальный документ. Храповицкий является личным секретарем Екатерины II. Он говорит, что 30-тысячную армию извел шейх Мансур. И они удивляются, как так у него получилось. И смотрите, шейха Мансура допрашивает, этот момент чеченец Толмач. Знаете, кто такой Толмач? Ты, может, знаешь? Переводчик. Молодец. Толмач переводчик. Алаудин Мусаев приводит этот момент. Видимо, Толмач, чеченец, переводчик, стремясь спасти своего земляка, начал о нем говорить то, что тот не говорил. И в этот момент, потом что-то неладное тут, заподозрили русские, Шишковский, и говорит, так, убираем чеченца, переводчика, давай другого, там, казака, кого-нибудь другого, чтобы он перевел. Вот уже здесь показания шейх Мансур говорит, да, шейх Мансур это говорит. Я действительно сражался вместе с турками против вас в Анапе. Когда вы напали, я начал защищаться. Теперь он дает эти показания. И завершая, самое главное, что случилось, самая основная победа, знаете, какая у шейха Мансура? Кто скажет? Быстро. Основная победа шейха Мансура. Молодец. Распространение ислама. Как только шейх Мансур, да, его жизненный путь был окончен, люди воспряли исламом, люди начали уже, да, больше изучать религию. И он в Шлиссельбургской крепости умер. Знаете, почему его увезли к Кандала, Шлиссельбургскую крепость? Из-за того, что этого человека Екатерина II позвала к себе на обедню, так сказать. У нее же так выражалась, обедня. Вот. Она сказала вот так, хочу на дикаря посмотреть. И тогда Потемкин говорит, матушка Екатерина, этот дикарь вам испортит обедню вашу. То есть аппетит пропадет. И говорят, что он колдун, чары, что он может вас околдовать. А Екатерина II что сделала? Сказала, хорошо, не буду. Но минут 5-10, наверное, не прошло, как обычно бывает у многих женщин. Она сказала, а ну давай сюда. Покажи мне его. То есть любознательность. Любознательность. Мою, любопытно же, когда тебе говорят, не смотри на него. Смотрите, я был на этом месте, где колонны вот эти стояли. Я был на этом месте, где его привели. Его привели в Екатеринский дворец. В этом дворце, когда его привели, он стал вот так по сторонам смотреть. Есть еще 2 минуты? Все, завершаем. По сторонам смотреть начал. И вот этот русский солдат, я сказал русский солдат, внимание, я думал, что русский солдат, его взял за бороду и сказал, что ты, собака, по сторонам смотришь. И в этот момент он что делает? Рядом лягчагуй, а у некоторых, особенно кавказских русских солдат, что было? Кинжалы. Вот. В этот момент шейх Мансур берет этот кинжал, выхватывает его, и не стало того. И она в этом фильме, скажет, ночью фильм, заходите, подписывайтесь, кстати. Там вы найдете этот фильм. Она говорит, что это был русский офицер, где шейх Мансур за оскорбление его убил. И вот это, видя Екатерина II, вот тогда она отдала приказ заточения в Шлиссельбургскую крепость на пожизненное заключение. Надела на него кандалы, сказала надеть на кандалы. И также есть документ, где написано, когда шейха Мансура отправляли, вот такое постановление, представьте себе,
не разговаривать, не подходить близко на расстоянии, может убить, опасен. А он в кандалах. И потом Юлия Дьякова делает свидетельство, что шейх Мансур усердно держал пост Рамадан. Она говорит, что по документам, что молился усердно. И теперь, смотрите, мы возьмем сейчас один момент. Шейх Мансур и Байсангур Биноевский. Дата смерти шейха Мансура 13 апреля 1794 год. Правильно, Тимур? Теперь смотрим. Переводим эту дату на хиджру, на исламский календарь того времени. Чтобы вы знали, в то время не было григорианского календаря в Российской империи, а был какой? Юлианский. А юлианский что делает? Прибавляется к григорианскому еще 10 дней. Значит, смотрите, по хиджре шейх Мансур умер в месяц Рамадан. По хиджре. Теперь возвращаемся куда? К Байсангуру Биноевскому. Что самый интересный момент? Шейх Мансур умирает в 1794 году, Байсангур Биноевский рождается в 1794 году, в год смерти шейха Мансура. Шейх Мансур умирает, не умирает, убивают его в месяц Рамадан, потому что он в заточении умер. И убивают Байсангура, внимание, тоже в месяц Рамадан, то есть 20 марта 1861 года. Почему как я это узнал? Потому что князь Борятинский пишет, что он издает указ о повешении Байсангура 20 марта 1861 года. Две личности убили их, не умерли. Умерли, сказать неправильно. То есть тот в заточении из-за того, что заточили, умер, а тот, того убили, повесили. Да? Значит, их убили в месяц Рамадан. Это тоже очень важная информация. Еще раз завершаю. Все. Завершаем. Аллах Так, давайте все поблагодарим Ахмада Аюбова еще раз. И я хочу отметить, что он на самом деле на сегодняшний день делает очень важную работу на пути Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, борясь и против врагов ислама, и в том числе очень важную работу по воссозданию, сохранению истории Чеченской Республики. И это очень-очень важная задача на сегодняшний день. Ахмад, к сожалению, я знаю, что ты еще очень много всего интересного мог бы рассказать нам, но время ограничено, поэтому все подписывайтесь на YouTube-канал Ахмада Аюбова и посмотрите подробно фильм про шейха Мансура и другие интересные видеоролики. Ахмад, Аллах рисхил, да поможет тебе Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, в твоей полезной работе. Дал тяха беркат и йойл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Да, слушай. Да, это было, да, беркат и йойл.